Мухаммед Абдулхай Курбангалиев. Его биография могла бы стать превосходным сюжетом для приключенческого романа или детектива. Настолько она была насыщена крутыми виражами, которые сталкивали Курбангалиева с известными и даже одиозными персонажами начала 20 века. Верховный правитель адмирал Колчак, генерал Капель, атаманы Дутов и Семенов, барон Унгер, премьер-министр Японии Хиранума и многие другие оставили свой след в его долгой и драматичной жизненной истории. В 1955 году, после отбытия 10-летнего заключения, Мухаммед Абдулхай Курбангалиев вернулся на родину и вплоть до самой смерти занимал должность имама Центральной мечети Челябинска. Прихожане даже не подозревали, кем в действительности является их мулла, а те, кто знал, предпочитали молчать. Его личность была окутана завесой таинственности. Лишь в 90-е годы открылась вся правда о нем. Мухаммед Абдулхай Курбангалиев родился в ауле Медиак, нынешнего Аргаяшского района Челябинской области. Он был представителем династии знаменитых религиозных деятелей, происходивших из башкирского рода Табын. Его дед Абдул-Хаким на собственные средства основал в ауле Медиак медресе и, будучи шейхом суфийского братства Накшбандия, имел десятки последователей мюридов, в числе которых был Зайнулла Расулев. Зайнулла Расулев родился в ауле Шарип нынешнего Учелинского района республики. Происходил из башкирского рода Кувакан. Шейх братства Накшбандия Халидия, удостоившийся высшего титула суфийской иерархии Кутб аз-Заман – полюс времени. Дело в том, что, скорее всего, Зайнулла Расулев во многом перерос Абдул-Хакима Ишанова в плане понимания того, что творится в России, ну и в целом в мире. И он был не просто джадидистом, человеком, который создал первую школу, где обучали по новому методу, арабскому языку, звуковому методу. Это не было главным. И сам Зайнулла Расулев, наверное, бы удивился, если бы его просто причисляли только к джадидистам. Он понимал, что нужно перестраивать всю систему не только обучения, а жизни мусульманского сообщества. Таким образом, в числе последователей Зайнуллы Расулева были сторонники модернизации, в том числе семья основателя Башкирской республики Ахмед Заки Валиди, а также тысячи других семей башкир Приуралья. Что касается Зауралья и в особенности Аргаяша, то данный регион находился под духовным влиянием Курбангалиевых, придерживавшихся консервативных взглядов. Мухаммед Абдулхай, закончив медресе своего деда, имевшего репутацию одного из лучших мусульманских учебных заведений империи, служил секретарем муфтия Оренбургского духовного магометанского собрания, а затем управляющим Петербургского окружного управления муфтията. Но вот наступил 1917 год, когда процесс демократизации общества поставил вопрос о самоопределении народов бывшей Российской империи. Летом 1917 года в Оренбурге состоялся первый всебашкирский Курултай, который большинством голосов вынес решение в пользу национально-территориальной автономии башкирского народа. В противоположность автономистам, которых возглавлял Ахмед Заки Валиди, Мухаммед Абдулхай склонялся к идее национально-культурной автономии. Но в одном валидовцы и курбангалиевцы, а также башкирские коммунисты были едины. Самоопределение башкирского народа должно происходить отдельно от проекта национальной автономии так называемых тюрко-татар. Проект национально-культурной автономии тюрко-татар предполагал объединение тюркских народов Урала-Поволжья и Сибири под главенством казанских деятелей в единую тюрко-татарскую общность и создание штата Идель-Урал в составе Федеративной России. В 1917 году Центральное духовное управление мусульман перестало быть наднациональным органом всех мусульман внутренней России и фактически превратилось в Министерство национального управления тюрко-татар. Поэтому Мухаммед Абдулхай выступил с идеей образования отдельного духовного управления автономного Башкортостана. В Оренбургском духовном собрании большинство его членов
большинство руководства представлялось татарскими ахунами, выходцами из Казанской губернии, представителями татарского ислама. Но здесь, на территории Южного Урала, существовало своеобразное восприятие ислама башкирами. Существовал так называемый башкирский ислам, который имеет свои определенные особенности. Обосновывая свою идею, Курбангалиев писал: «Особенно желательно образование самостоятельного духовного управления, чтобы выйти из подчинения татарскому магометанскому управлению, так как это было одним из источников татарского засилья над башкирами». Башкиры считали, что Оренбургское духовное собрание, оно действует только в интересах татар, оно ориентировано только на удовлетворение духовных потребностей татар. Считали, что необходимо собственное духовное управление для башкир-мусульман. И вот как раз Курбангалиев, который фактически был авторитетом и духовным, и политическим для башкир-мусульман Южного Урала, и особенно Зауралья, Челябинского уезда, он как раз эту идею и вынашивал. Создание самостоятельного башкирского духовного управления мусульман для башкир-мусульман, для башкир. Таким образом, будущее башкирского народа Курбангалиеву виделось в форме экстерриториальной автономии с элементами теократии. Не случайно Ахмед Заки Валиди утверждал: давно снискавший известность своей консервативностью, Габдулхай Курбангалиев пытался доказать в своем выступлении, что в программе будущей нашей деятельности центральное место должна занять защита религии. Ахмед Заки Валиди и его сторонники в духе эсеровской программы выступали за социализацию земли, то есть за передачу в распоряжение всего народа по определенной норме без права частной собственности. Мухаммед Абдулхай Курбангалиев не соглашался с уравнительным принципом распределения земельного фонда. Будучи крупным землевладельцем, предпринимателем и меценатом, он не разделял идей всеобщего равенства. 25 октября по старому стилю 1917 года в Петербурге произошел большевистский переворот, что ускорило развязку событий. Уже 15 ноября Башкирский совет ШУРО, находившийся в Оренбурге, провозгласил автономию Башкортостана, а вскоре был созван учредительный Курултай башкирского народа. Мухаммед Абдулхай Курбангалиев выдвинул на пост председателя правительства своего земляка Шарифа Манатова. Ахмед Заки Валиди так описывал обстановку, царившую на третьем учредительном Курултае. Курбангалиев принародно набросил Манатову на плечи роскошную шубу, а башкиры Токчуранского кантона от имени Курултая подарили мне скакуна. Третий Курултай узаконил самостоятельность Башкортостана, было создано правительство. К сожалению, получилось так, что, он не получил там поддержку. Там возобладали именно взгляды Заки Валидова. И они же не были противниками на первых порах. Вот даже известен общий такой факт, это и в воспоминаниях Заки Валидова приводится, когда, Габдул-Хаким привел своего сына, когда в мае 18 года, когда башкирские формирования, они же формировались здесь, у нас в Челябинске. Он привел, сказал: вот бери моего сына, вот он будет у тебя в войске воевать. В условиях начавшегося противостояния между большевиками и их противниками башкиры объявили о нейтралитете. Но логика гражданской войны движется по принципу «кто не с нами, тот против нас». Поэтому 4 февраля 1918 года башкирское правительство было арестовано Оренбургским ревкомом по обвинению в связях с атаманом Дутовым. Через 1,5 месяца большевики без единого выстрела ликвидировали провозглашенный в Казани штат Идель-Урал. Лидер тюрко-татар Садри Максуди бежал за границу. В противоположность ему Ахмед Заки Валиди, освобожденный из тюрьмы в результате налета на Оренбург отряда казаков и башкир, перебрался в Челябинск и энергично включился в борьбу против большевиков. В Челябинске Валиди и его соратники восстановили башкирское правительство. От его имени лидер автономии явился в штаб Чехословацкого корпуса и договорился о поставке оружия для формирующегося башкирского войска.
Курбангалиевы, не принимавшие идей социализма и тем более большевизма, приняли деятельное участие в формировании башкирского войска. По решению учредительного Курултая башкирского народа было учреждено несколько кантонов автономной Башкирии. В Зауралье находились два из них – Ялан-Катайский кантон, располагавшийся на территории современной Курганской области, и Аргаяшский. Аргаяшский кантон был образован в январе 1918 года как часть автономного Башкурдистана по соглашению с советской властью от 20 марта 1919 года стал одним из 13 кантонов Башкирской АССР. В 1934 году его территория была включена в состав Челябинской области. Мятеж Чехословацкого корпуса стряхнул советскую власть на всем протяжении России от Самары до Владивостока. Челябинск стал резиденцией башкирского правительства, а Аргаяшский кантон – источником людских ресурсов для формирования первых башкирских полков. Курбангалиевы принимали активное участие в военном и государственном строительстве. Они очень активно поддерживали в начале башкирские формирования, участвовали и финансово, значит, и авторитет у него был. И не зря же первый башкирский полк, второй там частью, это же аргаяшские башкиры туда вошли. И, конечно, его авторитет во многом способствовал этому. Как писал Ахмед Заки Валиди, аргаяшские солдаты больше других ненавидели советскую власть и, как и сами курбангалиевцы, были сторонниками царя. Первый башкирский пехотный полк вместе с казаками и чехами участвовал во взятии Екатеринбурга в июле 1918 года. Однако к этому времени чекисты уже казнили царскую семью, находившуюся в городе. Башкиры Аргаяшского кантона заметно отличались от своих соплеменников на западной стороне Урала. Находясь под сильным влиянием своих суфийских шейхов и шанов, они были глухи к социалистическим идеям, крепко придерживались традиции и прежнего уклада жизни. Ахмед Заки Валиди считал их монархистами, хотя историк Билал Юлдашбаев отрицал это. Образование в Омске летом 1918 года Временного сибирского правительства, отличавшегося правыми взглядами, стало моментом истины для Зауралья. Курбангалиев принял решение о переходе под его юрисдикцию, так как он давно тяготился подчинением социал-автономистскому правительству Башкурдистана. Оно, в свою очередь, ориентировалось на социалистическое правительство Комуч. Комуч – комитет членов учредительного собрания. Первое антибольшевистское всероссийское правительство, возникшее летом 1918 года в Самаре. В августе 1918 года Курбангалиев с помощью солдат первого башкирского пехотного полка, состоявшего из аргаяшских башкир, пытался организовать в Оренбурге мятеж против Ахмед Заки Валиди. Он также призывал жителей Аргаяшского кантона не признавать правительство Башкирии, а всецело подчиниться Временному сибирскому правительству. Собрав большой добровольческий отряд, он фактически захватил власть в своем регионе. Член башкирского правительства Мухаммедхан Кулаев впоследствии говорил: «При пособничестве Курбангалиева два кантона были вырваны из-под влияния башкирского правительства. Упомянутые два кантона – это Аргаяшский и Ялан-Катайский». В Заурале, получается, в промежутке времени с конца августа, начала сентября по октябрь 2018 года было в значительной степени потеряно для башкирского правительства с точки зрения контроля за этой территорией. Это произошло благодаря инициативе Курбангалиевых и тем военно-политическим ресурсам, которые обладало тогда сибирское правительство. А эти ресурсы были, конечно, весьма и весьма такими значительными. Конфронтация между башкирским правительством и группой Курбангалиева усиливалась. 4 декабря 1918 года Мухаммед Абдулхай встретился с адмиралом Колчаком, как говорится в документе, для передачи верховному правителю приветствия от башкир по поводу принятия им верховной власти и выразил надежду на помощь верховного правителя по ликвидации правительства Валидова. Таким образом, к осени 1918 года на территории автономного Башкортостана сложилось двоевластие.
Валидовцы господствовали на западной стороне Южного Урала, курбангалиевцы – на восточной. Противостояние этих двух лагерей антибольшевистской оппозиции стало одной из самых трагических страниц истории башкирского народа периода гражданской войны. Они находились по одну сторону линии фронта, но затем все изменилось. Две дивизии башкирского правительства, входившие в состав Народной армии Комуча, держали фронт против превосходящих сил Красной армии на участке Стерлитамак-Оренбург. Не хватало оружия, боеприпасов и продовольствия. Поставку всего необходимого Колчаковский штаб ставил в зависимости от вопроса упразднения башкирского правительства и передачи башкирских частей в оперативное подчинение белого командования. В то же время Ленин обещал башкирам полное признание их автономии в случае перехода на сторону Советов. Перешедшие на сторону Красной армии башкирские войска были расформированы для реорганизации и создания красных башкирских частей по образцу и формату рабоче-крестьянской Красной армии. Они были переведены в тотские лагеря, потом переведены в Саранск, для того, чтобы из них сформировать уже действующие части для использования их в боях против Белой армии. Верховный правитель Колчак выпустил запоздалое обращение. «Башкиры, прошу я вас, сколько времени и столь доблестно вы сражались против большевиков, и правительство России ценит это и дает слово защитить национальные ваши права». Но было слишком поздно. Тем не менее, в лагере белых остался 3-й пехотный полк во главе с поручиком Галимьяном Таганом. Алимжан Таганов родился в ауле Тангрикуль, нынешнего Альменевского района Курганской области. Происходил из башкирского рода Катай. Был командиром 3-го башкирского пехотного полка. После гражданской войны эмигрировал в Венгрию. Габидулла Курбангалиев по прозвищу Хромой Ишан на собственные средства сформировал воинское подразделение под названием «Полк Мухаммеда», которое член Реввоенсовета РСФСР Смирнов называл «Башкирской дикой дивизией». Кроме того, на стороне Колчака оказался 1-й кавалерийский полк Мусы Муртазина, разросшийся до бригадного состава. Таким образом, на короткое время значительная часть Башкирии оказалась в полном распоряжении Курбангалиевых. Летом 1919 года они созвали в Челябинске конференцию, где обсуждался вопрос о спасении башкирской автономии от большевиков. Летом 1919 года началось контрнаступление Красной армии. Поэтому белые хотели заручиться поддержкой башкирского населения. Видя, насколько дорога была им идея автономии, Курбангалиевы заметно смягчили свои отношения к данному вопросу и, по сути дела, встали на те же самые позиции, что и валидовцы. Обращаясь 24 августа 1919 года к правительству Колчака, Мухаммед Абдулхай Курбангалиев писал следующее. «Покорнейше прошу для утешения башкирского народа и войска немедленно по очищении самой Башкирии от армии Совнаркома. Первое. Присоединить ее в целом к одной российской губернии, территориально связанной с Сибирью, в которой допустить суверенитет башкирского народа. Второе. Выработку внутреннего устройства этой губернии, а также определение ее границ предоставить Башкирскому съезду. Третье. Доходы с запасных земель и земельных угодий, а также от казенно-оброчных статей предоставить в полное распоряжение башкир. Четвертое. Все башкирские воинские части собрать в отдельной дивизии. Ничему из этого не суждено было сбыться. Теснимые Красной армией колчаковские войска отступали на восток, а с ними Мухаммед Абдулхай со своими сторонниками. Это самая драматическая страница истории не только мусульман, а вообще истории башкир, потому что территория, населенная башкирами, оказалась разделенной по Уральскому хребту. И если здесь большинство башкир склонились к созданию территориальной автономии, башкирской автономии под руководством, под эгидой Заки Валидова и его сторонников, то в основном зажиточная часть башкир Зауралья, не согласная с этим,
оказалась по другую линию Восточного фронта. Осенью 1919 года в казахских степях красной контрразведкой были схвачены Габидулла Ишан Курбангалиев и его 23-летний сын Абдул-Аваль. Их доставили в особый отдел 5-й армии, штаб которой находился в Челябинске, и приговорили к расстрелу. Однако приговор почему-то был приведен в исполнение в Стерлитамаке, тогдашней столице Башкирской АССР, руками самих же башкир. Здесь нельзя говорить, что там Заки Валидов, он лично, значит, принимал решение. Вот сама обстановка того времени, она побуждала вот к этим революционным мерам, честно сказать. Потому что даже такая конфронтация совершилась, что другого, наверное, приговора и нельзя было ожидать. Тем временем Мухаммед Абдулхай Курбангалиев со своими сторонниками, коих насчитывалось 2500 семей или 10 тысяч зауральских башкир, отступал вместе с армией Колчака на восток. Осенью 1919 года Белое башкирское воинство находилось уже в Омске. Поэтому вопрос о суверенитете башкир в рамках одной губернии, выдвигавшийся Курбангалиевым ранее, отпал сам собой. Теперь он обращается к Колчаку с идеей, как он писал, восстановления изъятого Александром II в 1863 году исторического права на казачество. Колчак, конечно же, не собирался восстанавливать башкирское казачество, да и не было у него на это времени. Вскоре он был захвачен большевиками и 7 февраля 1920 года расстрелян в Иркутске. Тем не менее, военно-национальное управление башкир Восточной окраины России было учреждено. Его возглавил Мухаммед Абдулхай Курбангалиев, которого именовали великим имамом Дальнего Востока, а за глаза – бешеным муллой. Его заместителем стал поручик Галимьян Таганов. Тем временем русская армия Колчака, совершив тяжелейший Великий Сибирский ледяной поход от Барнаула до Читы, перестала существовать. Ее остатки вошли в состав дальневосточной армии атамана Семенова. Григорий Михайлович Семенов, забайкальский казак. С началом гражданской войны в чине Есаула собрал вокруг себя антибольшевистские силы, захватил Читу и был провозглашен атаманом Забайкальского казачьего войска. Приказом Колчака был произведен в генерал-лейтенанты. Пережив все ужасы Великого ледяного похода, до Читы добрались около 2000 башкирских солдат, разбросанных по различным частям. В боях под Читой погиб брат Мухаммеда Абдулхая Харун Курбангалиев. Но это не сломило духа лидера, и он обратился к атаману Семенову с инициативой учреждения отдельного башкирского казачьего войска. Это документы носят проектный характер. Все это не было реализовано. Там по целому ряду причин. Несмотря на все попытки образования или воссоздания, вернее, войскового управления, то, что было при Валидове сделано, конечно, все эти инициативы были проигнорированы, поскольку никому не нужны были башкиры в качестве отдельной военной силы. К осени 1920 года войска Семенова уже не могли сдерживать наступающие силы красных. Семеновцы отступили в Маньчжурию, где и обосновалась значительная часть башкир. Однако несколько их конных сотен вошли в состав азиатской дивизии барона Унгерна. Из их числа был создан полк, который участвовал в освобождении Монголии от китайцев. Сам Курбангалиев переехал в Японию, основал мечеть, медресе и возглавил общество мусульман Махалля Исламия. Правительство Японии благоволило к нему. То есть японские военные круги никогда не оставляли его без внимания. В частности, на фотографиях мы видим, как у него в гостях были представители высшего командования японского, контр-адмирал, руководитель японского военного флота и так далее. В 1944 году ему было предложено стать муфтием на Филиппинах, на островах Минданао, с тем, чтобы здесь, как он выразился, урегулировать недоразумение, возникшее с народом Моро. Моро – это мусульмане, проживающие на территории Филиппин, которых так стали называть испанцы по аналогии со словом «мавро».
Но сам Мухаммед Абдулхай Курбангалиев, чувствуется по его ответам, он был обижен, он не поехал туда. Однако призраки прошлого не давали ему покоя и в стране восходящего солнца. В мусульманской эмиграции ожили старые споры между деятелями башкирского и татарского движений, а затем началось сведение счетов. Особенно усердствовал Гаяс Исхаки. Гаяс Исхаки – один из вдохновителей проекта «Идель-Урал», член Национального управления тюрко-татар. В 1920 году эмигрировал за границу. До 1939 года издавал в столице Третьего рейха газету «Наш путь». Имел связи с польской разведкой. Мечтая о поражении Советского Союза в предстоящей войне, Гаяс Исхаки пытался консолидировать татарскую эмиграцию, чтобы подготовить ее к предполагаемому разделу страны. Одновременно он интриговал в Турции против Ахмед Заки Валиди. Не забывал и о Курбангалиеве. Прибыв в Японию, он написал письмо министру иностранных дел этой страны, в котором обвинял его и сибирско-татарского просветителя Абдрашита Ибрагимова в связях с русскими иммигрантами. Провокационная деятельность этих господ в корне отличается от политики независимого движения 30 миллионов тюрко-татар в Туркестане, Идель-Урале, Крыму, на Кавказе и Сибири, вынужденных жить в прежней России под гнетом царя. А сейчас под гнетом советской России, создававших и создающих оппозицию российской власти, независимо от того, красная она или белая. В силу сложившихся обстоятельств в 1938 году Курбангалиев был выслан из Японии в портовый город Далянь, находившийся на территории Маньчжурии. Ну, интриги, скажем, были, потому что видели, что роль его возрастает, и роль, значит, вот, башкир. Кроме этого, я думаю, здесь и внутренние противоречия, ну, так сказать, в руководящих кругах Японии были. Там же тоже разные партии. Партия войны с Америкой, партия войны с Россией. Здесь тоже не надо отрицать. То есть очень сложный клубок. В Даляне Курбангалиев проживал в доме своего боевого товарища атамана Семенова. В 1945 году, когда советские войска оккупировали Маньчжурию, оба они оказались в руках СМЕРШа. Семенов был расстрелян, а Курбангалиева приговорили к 10 годам заключения во Владимирской тюрьме для государственных преступников. После отбытия наказания он вернулся на родину и до самой смерти, последовавшей в 1972 году, отправлял должность имам-хатиба мечети города Челябинска. Прихожане называли его Епон-Мулла, то есть японский мулла, не до конца понимая значение данного прозвища. Даже ближайшие родственники мало что знали об этом таинственном старце, а на саму фамилию Курбангалиевых было наложено табу. Личность Мухаммеда Абдулхая, да и всех Курбангалиевых, оставила глубокий след не только в истории Башкортостана, но и всей России. Их отчаянная борьба за свои идеалы, как и борьба всего белого движения, закончилась закономерным поражением. По-иному и быть не могло. Все они были людьми, уходившего в прошлое XIX века. Они были, что называется, уходящей натурой, исчезновение которой всегда печально. Исторический спор Курбангалиева и Ахмед Заки Валиди решился в пользу последнего, что доказывается самим фактом существования Башкирской республики, что, конечно же, не обесценивает для истории политической деятельности его оппонентов.